депутатам Макаренко, Медведевым и Шатохиным вынесен проект постановления Государственного совета Республики Коми о поддержке проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об участии в строительстве многоквартирных домов. Для Республики Коми этот проект федерального закона тоже важен, потому что большая часть коммерческого жилья у нас строится, как вы знаете, на долевом участии. Проект федерального закона принят в первом чтении в феврале, сейчас будет второе. И мы считаем важным учесть 4 поправки, которые отражены как раз в постановлении. Поправка номер 1 связана с тем, что мы предлагаем все-таки перенести сроки вступления в силу. Предполагается, что он вступит уже в этом году. Мы предлагаем, что все-таки это было в следующем году, в январе 2017-го. В связи с чем? Потому что очень много в этом проекте, в этих поправках, связанных с подзаконными актами. Сейчас они только в процессе разработки. Фактически, будет так, что проект закона не будет работать. Вторая поправка будет связана с тем, что достаточно интересная вещь будет введена. Это будет вестись реестр застройщика. То есть любой житель, который хочет строиться, участвовать в долевом строительстве, может зайти на специально созданный сайт и посмотреть, какие имеются застройщики. Так вот, в нынешней редакции непонятно, что такое реестр, нет требований. Мы предлагаем более конкретно указать, что такое реестр, чтобы не было, скажем, разного толкования в регионах, чтобы достаточно было все понятно. И проектом федерального закона вводится новая такая вещь, когда участники долевого строительства будут размещать свои средства не у застройщика, у какой-то конкретной фирмы, а уже в банках. И в связи с этим мы предлагаем два момента. Например, дом строится 3-4 года. При этом в банке средства, которые размещаются, они не индексируются. Соответственно, происходит их обесценивание. Мы предлагаем все-таки правительству Российской Федерации даст возможность устанавливать какой-то потолок и индексировать эти средства. Либо за счет банка, либо за счет застройщика. Соответственно, у наших жителей не обесценивались бы эти средства. И второй момент. Если уже в банке разместил участник долевого строительства средства, то предложить все-таки, что в этом же банке мог застройщик взять кредит по более льготным условиям. Соответственно, мы предлагаем поправка номер 4, что правительство Российской Федерации устанавливало специальную процентную ставку для тех застройщиков, кто в этих же банках берет кредит. Представим, что сегодня кредит коммерческий 20-22%, если будет, скажем, 15-16%, то, конечно, застройщики получат определенные позитивные моменты, а наши жители получат более дешевые квадратные метры.